Я Габидуллина Зульфия Рахатовна приехала с Казахстана на вот такой всемирный конгресс. Меня пригласили в качестве почетного гостя. Я паралимпийский чемпион Рио-де-Жанейро 2016 года. Я приехала со своим сыном Риналем Рахматуллиным. Зульфия Рахатовна, расскажите о своих спортивных достижениях. Что сподвигнуло вас стать спортсменкой? После моей аварии у меня пошла реабилитация и занималась спортом. Реабилитация – это физическая нагрузка на определенные части тела, которые затруднено движение. И постепенно занимаясь спортом, я перешла в спорт, когда начался наше развитие спорта в 1991 году. Я поняла, что это мое после первой части, и начала заниматься. И я поняла, что это действительно спорт, это моя жизнь, в которой я чувствую свои колеи. Зульфия Рахатовна, а сколько уже побед у вас за плечами? Ну, я чемпион мира, Азии, Европы, Олимпиады. У меня 250 медалей разных достоинств. Вы выступаете в составе Казахстана? Я Казахстана, да, я спортсмен из Казахстана по параплаванию. Получается, вы непосредственно сотрудничаете с вашим профильным министерством спорта? Да. Как он называется? Министерство спорта, как это называется. И наше, вот у нас еще есть НПК, Национальный паралимпийский комитет. А сколько спортсменов вот в вашей группе, или вы единственная? Нет, у нас очень много спортсменов. После того, как нас немножко приравняли к олимпийцам, у нас очень много молодежи идет. И результат космически растет, меня это очень радует. Прям. Если раньше было меньше, потому что не было доступности, не было разрешения заниматься, сейчас все разрешается, все это бесплатно, с тренерами, машина, доступ, это все влияет, и очень много сейчас приходит детей, спортсменов заниматься. Скажите, пожалуйста, а вот вы человек, которому можно подражать. А многие люди даже из-за простых будничных проблем чувствуют себя некомфортно, иногда даже испытывают депрессию. Вот я вижу, что вы такой оптимист. Встречаетесь ли вы с молодыми, показываете ли вот какие есть пути в жизни? Да, ко мне сейчас очень многие подходят, интересуются, спрашивают. У кого-то племянница болеет там, с инвалидностью, у кого-то соседка тоже вот. Она дома сидит, то пусть пойдет в клуб. Сейчас у нас очень все доступно. Если раньше доступности не было, там, если что-то, как вот я, коляской пробивала дверь, чтобы пройти, то сейчас все открыто. И на такси возит, и все это бесплатно, и все это доступно, с тренером. Поэтому если человек что-то хочет, он может. Если он не хочет, он всегда ищет причину, даже если все есть. А как пути вашего рода оказались в Казахстане? И в каком городе вы сегодня проживаете? Я проживаю в Казахстане. Мои бабушка, дедушки, вот они как бы были кулаками. Их в Узбекистан, они там познакомились с дедушкой. Потом они перешли в Казахстан по работе, так остались. Там родились моя мама, а мой папа с Уфы. А сегодня в каком городе проживаете? Мы живем в Казахстане, город Тарас. А самое любимое место в Казахстане? Мой Тарас. Любимый город? Да, он тихий, хороший, доступный. Вы вот сегодня рассказывали, что у вас очень хорошая инфраструктура в последние годы, и все условия созданы для занятия спортом, в том числе для тех людей, у кого есть ограничения, да, по здоровью. Да, у меня еще есть такая пословица. Если сделали вы, то получится у меня. А если получилось у меня, то получится у вас. Отличное напутствие. Спасибо большое, Поэтому что... я сейчас все, кто смотрит, говорит, если у меня получилось, но у тебя тоже есть шанс. Я же сразу чемпионкой не стала, я шла 25 лет к этому. Просто нужно идти. Да, я хотела бросить спорт. Когда в 2012 году на Олимпиаде у меня не получилось, но тренер говорит, ты столько лет отдала спорт, чтобы вот так вот бросить, когда мы только начинаем. Проходит какие-то 4 года, я спортсмен, я олимпиец, это очень приятно. Ой, конечно, у меня очень хороший тренер Садар Галиевич, который вот он меня
прям поддерживал всегда, знает, как ко мне подойти, весь мой характер. И благодаря, наверное, ему мы вот выиграли. Получается, вы почти четверть века посвятили спорту, да? Да. А олимпийской чемпионкой вы стали в сколько лет? В каком возрасте? 50 лет. 50 лет. Потрясающе. Ну, я начала в 24. А вот рядом с вами здесь молодежь. Какой совет вы дадите? Вот чтобы достичь успеха, что нужно сделать в этой жизни? Главное не останавливаться. У меня часто были по республике, у меня первые места, за границу выезжаем последние. Уезжаем опять последние. Тут главное не отчаиваться, как мой тренер говорит, Сатар Ергалеевич, он говорит, улучшай свой личный результат, мы идем победить. И если даже ты проигрываешь, но улучшаешь свой результат, ты постепенно поднимаешься вверх на гору. На гору просто так вот не прыгнешь, но подняться можно. Я, конечно, не поднималась по ступенькам шагами, я, наверное, ползла по этим ступенькам. По каменистым, по рельефам, но если человек, оказывается, что хочет, он добивается. Но если рядом, конечно, тренер. Ну вот скажите, очень важно, чтобы ребенка направили, а для этого нужны большие вливания, прежде всего эмоционального плана в семье. Вот я думаю, что мама, наверное, и отец ваш дали очень много. Вот как они вас поддерживали, как они вами занимались? Они когда говорят, я хочу, они говорят, все, там, ездить, пожалуйста, вот, едь. Они мне не тормозили. А маму как звали? Маму звали Наджия, папу звали Раухат. Да, сейчас их нету, но они мне не запрещали ничего. Конечно, у детей с инвалидностью очень большая еще бывает гиперопека. Они не дают им самостоятельности. И это вредит, и они не могут себя чувствовать более такими. А некоторые наоборот, если вот что-то хочешь, они говорят, вот иди, там, хочешь наукой заниматься, пожалуйста, делают все условия, чтобы ребенок развивался. Это очень много зависит от родителей. А кто-нибудь профессия? У меня мама обыкновенный оператор, а папа инженер. Ну, то есть у обоих было высшее образование. Да. Просто я помню, нам рассказывали, что в 60-е годы очень много татар переехало в Казахстан, а ваши родители, точнее, родители попали еще Да. более ранней волной. Получается, это после Первой революции? Да. Спасибо большое, что вы приехали к нам в редакцию. Мы Спасибо надеемся, большое. что мы еще с вами увидимся в будущем. И желаем вам победы в Я Париже. хочу сказать, что детям, к чему я говорила, что у меня были поражения, неудачи, я не проигрывала за границей, но улучшала свой личный результат. Хочу сказать молодежи, если даже вы проигрываете, но все равно вы становитесь, скажем, годом сильнее, умнее, физически сильнее. И, конечно, вы добьетесь, если вы хотите, вы добьетесь. Главное не останавливаться. А то бывает, 8 лет побудешь в футболе, потом уйдешь на другой вид спорта, уже сразу не то, все падает. А надо дальше идти и как бы вот не бросать. Получится. Потому что если я 25 лет шла к спорту, значит получится, если не бросать, идти. Главное идти к цели. Вы являетесь самым ярким примером, наверное, для подражания для ваших детей и внучек. У вас еще одна дочка или уже несколько? У меня одна дочка и одна пока внучка, но у меня есть сын. Ну, мы надеемся, что ваш род будет продолжаться, и кто-то из внуков еще станет спортсменом. Ну, мы надеемся. Спасибо. Да, моя дочь уже ходит плавать и ездит на лошади, хотя ей годик. Ну, правда, на лошади она с мамой. Не одна. Ну, значит, вы уже формируете характер. Да, но она очень энергичная, ее нужно в нужное русло, ее сейчас уже направить. Вот вы знаете, вы такая яркая, такая солнечная, и я чувствую, что вот за мягкостью, за женственностью у вас очень жесткий такой характер. Это правда, что в спорте самое главное — это не только физические возможности, но и прежде всего сила воли и характер? Ну, не знаю, я не жесткая, я очень мягкая, очень быстро такая вот. Соглашаюсь сразу на все, но очень сильно люблю свою внучку. Ладно, спасибо огромное. Мгм. Спасибо. Вам успехов в Париже. Спасибо. Надеемся, что вы нас порадуете новой медалью.